Аэробус А-321 уральских авиалиний, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. И это произошло спустя 2 минуты после взлета. Причиной возгорания двигателей стала попавшая в двигатель стая чаек. Один двигатель загорелся, второй отказался. Самолет приземлился на брюхо в кукурузное поле. Но он в этот раз действительно не рухнул, он в этот раз действительно приземлился, обошлось без жертв. Как вот вы можете видеть запись сейчас, которую сделал один пассажир, это запись самого момента. Что здесь самое главное в этой записи? Самое главное то, что стая птиц, как мы можем видеть на этом видео, она попала, ну, не знаю, я кажется, засекал что-то там секунд через 40, ну, в районе минуты, наверное, после взлета, да? То есть она попала в двигатель прямо во время аэропорта. Вот он садится в районе аэропорта, да, прямо во время взлета. Вот он садится, этот самолет, на это кукурузное поле. Сейчас будет приземление. И что меня во всем этом деле заинтересовало? То есть, значит, стая птиц, вот сейчас будет момент касания земли, наверное, да? Вот он есть. То есть, значит, стая птиц попала сразу после взлета, да? Самолет даже еще не успел набрать высоту. Официальная версия крушения, что в двигатель попала стая чаек. Ну, стая чаек Жуковский, это такое ближнее Подмосковье, он расположен на берегу действительно Москва-реки, но особых стай чаек там никогда не было. Так вот, в аэропорту, вот я не помню, наверное, сейчас уже во многих, но вот меня когда поразило, вот то, что у меня было тогда, то, что называется культурный шок, это было в аэропорту то ли Риги, то ли Осло. Вот я помню первое, что слышал, когда вышел самолет, я услышал крики птиц. Вот именно прям примерно практически чаек. Я еще так удивился, думаю, интересно, Европа, такой бардак у них тут творится с безопасностью. Чайки прям на взлетно-посадочной полосе. Ну, понятное дело, море рядом, да, бакланы. В Питере вон бакланы вообще проклевали крышу стадиона, хотя это тоже были и не бакланы, потому что баклан это вообще черная птица с таким красным или желтеньким носиком, она в Питере вообще не живет. Это были все те же самые чайки, ну бог с ними, пусть будут бакланы. Вот, и выходишь в аэропорту то ли Риги, то ли Осло, и слышишь этих чаек, и думаешь, ну нельзя же так все-таки в конце концов. Вся ВПП забита чайками. Начинаешь их искать глазами, нету, странно, орут вот прям над ухом, и много так орет, и сильно орет, а самих птиц не видишь. Потом доходит, это и не чайки, и даже не живые, это крики хищных птиц, которые раздаются из динамиков на столбах, на каждом столбе висит по динамику, по всему аэродрому, именно для того, чтобы отпугивать этих чаек. Я тогда вот с этой системой столкнулся впервые, и меня она так прям поразила, думаю, какая интересная, простая вещь, потому что в российских аэропортах я тогда этого никогда не слышал. И вот причиной крушения этого А-321 в Подмосковье стали попавшие в двигатель стая чаек. Ну, всемирно известные чайки приморского Подмосковья. Вот как с детства помню, соленый вечерний бриз, альбатрос над волною, застывший на горизонте парус, расплетающий после вечернего лова сети рыбаки в бухте подмосковного Жуковского и знаменитые омары Нечерноземья. Откуда стая чаек в 1500 километров от моря? Оказалось все очень просто. Там, оказывается, огромная свалка, прямо рядом с аэропортом. Всем, кто рассказывает про озера, реки, живущих на них чайках, вот сейчас мы вам покажем фотографию. Есть такой эксперт авиационный Вадим Лукашевич. Вот он не поленился, отыскал значит, снимок Жуковского с воздуха. Он никогда не ленится, это я ленюсь, а он никогда не ленится. Вот он отыскал этот снимок Жуковского с воздуха и вот обозначил стрелочкой место вот этой чайки. Да, чайки, место вот этой вот свалки. Вот эта же свалка, сейчас я попрошу редакторов показать эту же свалку в увеличенном виде на снимке со спутника. Вот эта свалка. Как вы можете видеть, она прям с аэродромом. И вот мне доказывать уже ничего не надо. Я уже настолько преисполнился в своем познании про эту страну, что мне и так уже давным-давно все ясно. Я как будто уже живу в миллиардах и миллиардах этих мордоров. И я все отлично понимаю, что из самых безумных причин
возможных причин катастрофы, в результате самой верной окажется самая безумная причина катастрофы. И, как мы видим, причина прикармливать чаек около взлетно-посадочной полосы выполнена. То есть эта страна полностью вывернута наизнанку. Она вывернута наизнанку вся, сверху донизу. Это страна, которая убьет тебя тысячи настолько разнообразных способов, что ты даже не сможешь эти способы придумать. То пьяный поп на Феррари, красном Феррари кабриолете влетает в остановку, то чайки посреди суглинка средней полосы, то отсутствие люка на ливневке, в которой проваливается твой внук, то ракета, прилетевшая в твой Боинг, то другая ракета, прилетевшая за 320 километров через море, которую россияне поставили благодарным сирийским друзьям. А благодарные сирийские друзья бахнули ею по израильскому истребителю. Да видишь ты, незадача какая, немножко промахнулись. Аж на тот берег моря, за 320 километров. То перехватчик, который упадет на сельский дом посреди поля в Бельгии, потому что пилот катапультировался 4 часа назад. Еще я вот не помню сейчас, то ли на территории СССР, то ли на территории Польши, кажется. Помните, была эта история, когда Су какой-то там рухнул на бельгийский дом и убил 17-летнего парня. То учителя, запирающие детей в кинозале «Зимние вишни». Абсолютно непредсказуемая страна, совершенно. Но в этот раз твердить, как я обычно это делаю, бегите оттуда, глупцы, хватайте подмышку своих детей и бегите оттуда, в этот раз я это твердить не буду. Потому что этот рейс летел в Симферополь. То есть эти люди взяли своих детей и повезли их на оккупированную территорию чужого государства, чтобы с малолетства приучать их пользоваться отжатым, отобранным, награбленным. Жизнь в искривленном мире вообще, она как бы уничтожает способность к критическому восприятию искаженной действительности, и она уничтожает эту способность даже у самых стойких. Да? И вот это сейчас происходит на наших глазах в очередной раз. У россиян сейчас появился новый герой. Я сейчас говорю даже не про путинских россиян, да, не про хлопковых россиян, с этим это все понятно. Я как раз говорю сейчас про либеральных оппозиционных россиян. Вот у либеральных оппозиционных россиян появился новый герой. Пилот, который посадил кукурузник Жуковского на поле, подбитый знаменитыми чайками Нечерноземья. Слезы счастья, розовые сопли, умиление, спасено 234 жизни, ура, ура, слава, слава, и чепчики в воздух взлетали. И вот в этой ситуации самое главное не замечать того, что этот герой перевозил оккупантов с их семьями в захваченный Крым. Что эти оккупанты со своими семьями ехали за обе щеки уплетать награбленное, что они ехали пользоваться морем, которое отобрали, что они ехали жить на земле, которую захватили, что они ехали посылать домой посылочки из абрикосов, которые славные солдаты, их там нет, и вермахта, добыли под рождественскую елку на Восточном фронте. Ну, вот типа нормальный такой пилот, с типа нормальными пассажирами, на типа нормальном рейсе, в типа нормальной стране полетел типа в нормальный аэропорт. Мол, у всех бывает, но у кого не бывает. На Гудзоне вот то же самое, чайки попали в борт, и Гудзон тоже вот сел. И вот мы типа такие же, как Америка, как Гудзон. И тут главное сузить свой сектор обзора, чтобы, не дай бог, не заметить основного. А если будешь натыкаться на это основное, или тебя будут в него тыкать носом, то надо отворачиваться, не видеть, закрывать глаза, зажимать нос, орать, что все кругом фашисты, что ты насаждаешь ненависть, что ты человека-ненавистник, а пилот-герой, спас жизнь, ура, ура, слава, слава. И вот я в принципе не могу представить себя сидящим в кресле самолета, который везет мою семью в Крым. Ну, и я вот не понимаю, как это делать. Вот посмотри, доченька, это колхоз «Слава Путину», а раньше он назывался «Ян и Капу». Здесь раньше жили крымские татары, а вот в этом доме жили украинцы. А теперь мы тут будем есть чурчхелу и купаться в море. Вот, друзья мои, скажите, вот вы понимаете, что у тех людей, на чьи земли вы везете отдыхать своих детей, тоже есть дети. Вот хотите, я вас познакомлю с одной такой семьей? Вот действительно, у меня есть знакомые, даже не знакомые, мои друзья. 4 детей, дом в Ялте, сады, жизнь были. Вот у них было это все, да? А теперь ничего не осталось. Ну вот совсем ничего. Вы это-то хоть понимаете? Вы вот с ними не хотите поговорить про героизм пилота, который вез семьи оккупантов отдыхать в Крым, в котором жили вот эти вот люди? Вы когда в следующий раз будете скорбеть по героям-подводникам, эта скорбь была по лошарику, или восторгаться героями-пилотами, вы вот в следующий раз, вот давайте я вам дам совет, вот в следующий раз просто каждый раз представляйте себе эту семью. И представляйте, что говорите то, что хотите сказать, говорите им в глаза.
Мы же все с вами смотрели в детстве это кино, да? Мы же все с вами в детстве видели эти кадры черно-белой немецкой кинохроники с этими посылочками из-под Ленинграда в руках белокурой арийской девочки, ангелочка во время рождественской елочки, да? Вы же каждый раз пысаетесь от счастья, когда празднуете победу над теми, кто точно такие же посылочки с вареньем отправлял своим детям в Берлин. У вас же в каждом советском фильме была сцена с отдыхающими на побережье Польши семьями славных немецких воинов. Вот скажите, у вас ничего не ёкает в душе? Вот никаких аналогий не происходит? Вот никакие сравнения вам в голову не закладываются? Меня вот просто физически тошнит от этого, да, вот от одной этой мысли. Я, в принципе, не могу сочувствовать людям, которые на это способны. Я, в принципе, не могу радоваться и восторгаться пилотам, которые возят оккупантов на завоеванные земли. Я, в принципе, не могу себе представить ни на месте пассажира самолета, летящего в Крым, ни на месте пилота, везущего пассажиров в этот Крым. Мы все-таки, что ни говори, один народ, один народ. Да не один народ, мы просто разные гуманоидные виды, наверное. Мы разные гуманоидные цивилизации, даже я бы так сказал. Эмпатия бессердечная ты штука. И вот, казалось бы, просто... Ну вот что стоит просто промолчать? Да, но ты же не они, ты же все прекрасно понимаешь, ты же даже осуждаешь и не одобряешь, и даже выходишь на митинги, и говоришь, что Крым не наш, и говоришь, что он оккупирован, и говоришь, что Россия агрессор. И в то же время начинаешь восторгаться героизмом пилота. Но неужели ты не чувствуешь, дружище мой русский либерал, что вот тут просто не надо ничего говорить, ну просто промолчи. Но никто же не просит от тебя сказать правду и добровольно стать объектом травли и ненависти своих соотечественников. Ну промолчать ты можешь? Ну просто вот не восторгаться пилотами гражданских рейсов Люфтганзы. Но нет. То эта страна убивается от горя за лошари, где погибла группа диверсантов. Причем, кстати говоря, просто откровенная диверсионно-разведывательная группа, которая собиралась устраивать диверсии в Мировом океане. А что такое связь в 21 веке, мне кажется, объяснять не надо. То эта страна пысается от счастья за кукурузник Жуковского. Пилот гражданской линии Люфтваффе посадил самолет на брюхо, новый герой русских либералов, оппозиционеров Путину. К чему весь этот мой спич? К чему весь этот вот долгий разговор дедушки Ванги? А к тому, что я вам гарантирую, друзья мои, что вы сами не заметите, как начнете оплакивать наших мальчиков, наших славных солдат, павших на Восточном фронте. Вы обязательно придете к этому, у вас просто нет другого пути, его не будет. А если учесть, что пилот этого рейса еще и находится в базе миротворца, ну что я тут могу сказать? Поздравляю, друзья. Вы уже дошли до этой стадии и так и не заметили. Одни захватывают, другие с радостью летят потреблять захваченное, третьи прикармливают чаек рядом с аэродромом. Страна наизнанку. Счастливого полета.